Шимшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 4-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасаруков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся со скороговоркой на родном языке и названиями рек, на берегах которых расположены абазинские аулы. Кроме этого, выучим некоторые правила чтения и сделаем пару упражнений. Итак, развитие речи. Аласфяра – это скороговорка на абазинском языке. Сразу давайте обратим внимание на звук «х». Звук «х» пишется как «х» палочка «в». Аласфяра. Давайте запишем это слово. Название рек на абазинском языке будет Адзевиква Рехезква. Адзевиква Рехезква. В слове Адзевиква обратите внимание на звуки «дз», который пишется «дз», звук «в», который пишется «г» палочка «в», и звук «к», который пишется как «к», «в». В слове «рехезква» обратите внимание на звук «х», который пишется как «х» мягкий знак, звук «к», который пишется как «к», «в». Адзевиква Рехезква. Название рек. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Такая очень хорошая скороговорка. С ее помощью мы можем тренировать звук П, звук Т. Да? Смотрите, повторяйте. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Переписывайте. Здесь на какие звуки нужно обратить внимание? Звук П в первую очередь, который пишется как П палочка, и звук Т, который пишется как Т палочка. Видите, они несколько раз встречаются нам в этих словах. И в последнем слове нам еще встречается звук Г, который пишется как Г, В. Пата-пата, пата-пай, цит аурамла дамгуарпай. Теперь давайте вспомним, на берегах каких рек расположены абазинские аулы. Река Гом, которая переводится как река Кума. Гом, Кума. Звук Г, который мы здесь встречаем, мы помним, что пишется он как Г, В. Гом, Кума. Пишется звук Г как Г, В. Записывайте. Дальше. Река Кубань. Пишется Кубань на абазинском языке как Бина. Бина. Здесь звук П. На него нам нужно обратить внимание. Звук П пишется как К твердый знак В. П. Бина. Бина. Бина – это Кубань. Бина. Молодцы. Следующая река – это река Малый Зеленчук. На абазинском языке Малый Зеленчук – это Янджигичкон. Янджигичкон. Здесь мы с вами можем обратить внимание на следующие звуки. Во-первых, звук Дж, который пишется как ДЖ мягкий знак Дж. Звук Г, который пишется как Г мягкий знак Г. Звук К, который пишется как К палочка В. Янджигичкон. Янджигичкон. Это река Малый Зеленчук. Янджигичкон. Молодцы. Янджигду. Это река Большой Зеленчук. Янджигду. Здесь нам тоже стоит обратить внимание на звук Дж, который пишется как ДЖ мягкий знак, и звук Г, который пишется как Г мягкий знак. Янджигду. Звук Дж и звук Г нам встречаются в этом слове.
Инджигду – большой зеленчук. Абазинка, Абазинка – это река Абазинка. Здесь звук К нам встречается. Звук К пишется как К палочка. Абазинка, река Абазинка. Абазинка, звук К. Звук К пишется как К палочка. Да? Молодцы. Повтори. Теперь давайте с вами повторим название рек. Инджигчкон, Абазинка, Кубина, Гуам, Инджигиду. Здесь записывать уже не нужно, просто повторяйте за мной. Давайте потренируем произношение. Инджигчкон, Инджигчкон, Инджигчкон. Абазинка, Абазинка, Абазинка. Кубина, Кубина, Кубина. Гум, Гум, Гум. Инджигду, Инджигду, Инджигду. Угу. Молодцы. Мы с вами сейчас познакомились с названиями рек, на берегах которых расположены абазинские аулы. Повторили их. Мы потренировали и письмо, и произношение. Теперь самое время перейти к следующему пункту нашего урока, а это правила чтения. Сегодня мы с вами познакомимся с чтением некоторых звуков. Начнем со звука К и Г. Вот, давайте посмотрим, что такое звук К, как он пишется. А пишется он как буква К и мягкий знак. А читается звук К, как в следующих словах. Кем, кем, юла. Кясей, кисея. Кязу, очередь. Значит, а звук Г, который пишется как Г мягкий знак, читается как в словах ген, чебрец, гятан, брезент, гята, сабля. Звук К пишется как К мягкий знак и читается как в словах кем, кясей, кязу. Звук Г пишется как Г мягкий знак и читается как в словах ген, гятан, гята. Еще раз, звук К пишется как К мягкий знак, а читается как в словах кем, юла, кясей, кисея, кязу, очередь. Звук Г пишется как Г мягкий знак, а читается как в словах ген, чебрец, гятан, брезент, гята, сабля. Молодцы, записали. Теперь разберем следующих два звука. Звук Ш и звук Ж. Итак, звук Ш. Звук Ш пишется как Ш в две буквы вместе. А читается звук Ш как в следующих словах. Шарах, олень, шара, вы, шиб, иней. Теперь разберем звук Ж. Пишется звук Ж как две буквы вместе. Буква Ж и В. Да? Ж, В. А читается как в следующих словах. Жаба, 10, жра, пить, ж, корова. Еще раз. Звук Ш, как в словах шарах, шара, шиб. Звук Ж, как в словах жаба, жра, ж. Вы записываете, а я вам еще раз повторяю. Итак, звук Ш состоит из двух букв Ш, В. Читается как в словах шарах, олень, шара, вы, шиб, иней. Звук Ж пишется как две буквы вместе Ж и В, жв. Читается как в словах жаба, 10, жра, пить, ж, корова. Молодцы. Следующая группа звуков – это звук К и Г. Звук К пишется как К, В. Читается как в словах ква, дождь, к, крыша, кта, середина. Звук Г пишется как Г, В, а читается как в словах гуал, озеро, г, сердце, гор, игла. Еще раз повторяем. Звук К читается как в словах
ква, к, кта. Звук г читается как в словах гуал, г, гр. Еще раз. Звук к пишется как кв, читается как в словах ква дождь, к крыша, кта середина. Звук г пишется как гв, а читается как в словах гуал озеро, г сердце, гр игла. Видите, ничего сложного. И теперь к интересному моменту мы подошли. Два разных звука пишутся одинаково, произносятся по-разному. Звук х, который пишется как хв, и звук х, который пишется точно так же хв. Итак, давайте прочитаем. Звук х читается как в словах хуамох, лентяй, дых, духи, хуйтра, независимость. Звук х читается как в словах хуа, хребет, мхо, бусы, хоц, маленький. Итак, звук х читается как в словах хуамох, лентяй, дых, духи, хуитра, независимость. Звук х читается как в словах хуа, хребет, мхо, бусы, хоц, маленький. Еще раз, звук х пишется как хв, читается как хуамх, лентяй, дых, духи, хуитра, независимость. Звук х пишется как хв, читается как хуа, хребет, мхо, бусы, хоц, маленький. Молодцы! Сегодня мы с вами еще одно достижение, значит, за нашими плечами. Мы выучили, как читаются 6 новых звуков, 8 даже новых звуков. И давайте теперь повторим. Ким, шарах, ква, хуамох, ген, жаба, гуал, мхо. Сейчас давайте уже не будем писать, просто будем тренировать произношение. Просто повторяйте за мной. Кем, шарах, ква, хуамох, ген, жаба, гуал, мхо. Кем, шарах, ква, хуамох, ген, жаба, гуал, мхо. Еще раз давайте повторим. Повторение – мать учения, как говорится. Кем, шарах, ква, хуамох, ген, жаба, гуал, мхо. Молодцы! Отлично поработали. Теперь у нас с вами есть небольшой минутный перерыв, в течение которого я вам расскажу полезную информацию. Я с вами поделюсь японской методикой против лени. Почему она актуальна для каждого из нас? Потому что каждый из нас часто сталкивался с тем, что ставит себе какие-то цели и задачи. Ну, например, сбросить вес, выучить язык. А потом, что с нами происходит? После нескольких подходов, предположим, в тренажерный зал, вот мы идем, тренируемся 2 часа, а потом бросаем это дело. Нам становится тяжело, да? Все дело в том, что нагрузка сразу очень большая, а привычка еще не сформирована. Итак, какой ответ нам предлагают японцы? Смотрите, какая ситуация интересная. В середине прошлого века обессиленная войной Япония находилась в глубочайшем кризисе. Бывшая долгое время совершенно закрытой страной, она испытывала острую нехватку научных знаний, современных технологий и новых систем управления, отличных от тех, что потерпели крах. В 1950 году вчерашний студент Токийского университета Масааки Имаи принял решение отправиться в Соединенные Штаты, чтобы выведать секреты высокой производительности Запада. Вот вдумайтесь только, вот спустя всего 20 лет, что такое 20 лет, да, для страны? Это вообще ничто. После этого турне ситуация изменилась на прямо противоположную. Теперь уже американские компании стали посылать своих менеджеров на стажировку в Токио на так называемые кайдзен-туры. То есть та методика против лени, которой я хочу с вами поделиться, это часть вот этой большой методики кайдзен,
которую выработал Масаки Имай. Итак, послушаем, что говорит сам автор этой методики, как он ее описывает. Он ее решил проиллюстрировать на примере. Послушайте, какой пример. Он говорит так. Представьте себе ситуацию. Американский и японский бизнесмен отправились на сафари. Они стреляли животных направо и налево, и скоро все их патроны закончились. Оглянувшись, бизнесмены увидели, что достаточно далеко отошли от джипа, а из ближайших кустов на них вышел лев. Что делать? Американец приготовился бежать, осознавая всю бесполезность этого. А японец достал из рюкзака беговые кроссовки и стал переобуваться. «Зачем ты это делаешь?» – спросил американец. «Даже в этих кроссовках тебе не убежать от льва». «А мне не с ним нужно гоняться», – парировал японец. «Мне нужно просто бежать на шаг впереди тебя». «Вот эти кроссовки и есть кайдзен», – с улыбкой заключил Имай. То есть смысл этой иллюстрации в чем? Давайте переведем это на наш с вами опыт. Это означает, что нам с вами не нужно стремиться заговорить на родном языке свободно вот прям сразу. Вот 2 урока позанимались, не заговорили сразу и расстроились. Нет, не такая должна быть у нас с вами стратегия. Нам надо стремиться к тому, чтобы сегодня мы с вами знали больше, чем вчера. Пусть это будет одно единственное слово в день. Казалось бы, ерунда, да? Но если вдуматься, это 365 слов за год. А это уже значительный результат. При этом выучить одно слово в день очень легко, правда? С этим может справиться каждый. А далее, через месяц-другой, вы вдохновитесь своим успехом, и слова начнут запоминаться быстрее. Поэтому очень важно начинать большое дело с маленьких, но постоянных шажочков. Значит, суть методики против лени, которая вот является частью этой японской методики кайдзен, заключается в том, что человек должен заниматься каким-то делом всего 1 минуту в день. Но это должно происходить в одно и то же время и должно происходить каждый день. То есть, посмотрите, какая логика. Те же самые действия, которые вы не хотели выполнять в течение получаса, придумывали отговорки, оправдания, вы с легкостью выполните их за минуту. Если вы хотели попрыгать на скакалке, покачать пресс, сделать гимнастику для глаз, позаниматься родным языком, когда время ограничено 1 минутой, 1 минута, вдумайтесь, как это мало, занятия не покажутся вам трудновыполнимыми, а наоборот будут приносить радость и удовлетворение. А делая маленькие шаги, вы совершенствуетесь и достигаете больших результатов. И, что немаловажно, вы побеждаете неуверенность в своих силах, освобождаетесь от чувства вины и беспомощности, ощущаете успех и победу. Вдохновляясь чувством успеха, вы постоянно увеличиваете минутные занятия на 5-минутные. И так далее. Потом незаметно подойдете к получасовым занятиям. Прогресс налицо. То есть вот в чем смысл, да, этой методики против лени, что если вам кажется какое-то дело трудным, и вы откладываете его, значит, японцы говорят так, что лучше возьмитесь за это дело и делайте его 1 минуту каждый день. Это, казалось бы, вообще ничто, но прогресс это все равно что-то по сравнению с тем, что если бы вы, например, ничего не делали бы, откладывали. Поэтому я вам очень рекомендую взять на вооружение эту методику. Она очень продуктивная, несмотря на то, что кажется какой-то очень уж простой. Итак, теперь возвращаемся к занятию. Мы с вами немножко отдохнули и со свежими головами возвращаемся к занятию. Теперь у нас на очереди диалоги. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Здесь какие звуки нам интересны? Звук Ч, который пишется как ЧВ, звук Ж, который пишется как ЖВ, и звук К, который пишется как КВ. Диалоги айчажараква. Приступим. Уэхез ачия, сэхез азамат, парашта, сарасахез умар. Итак, уэхез ачия. Вот это конструкция, с помощью которой мы спрашиваем у мужчины, как его зовут. Уэхез ачия. Запоминайте сразу, прям можно вот все предложение запомнить. Уэхез ачия. Это если вы хотите спросить у мужчины, как его зовут. Берете это предложение, и вы не прогадаете. Значит,
Звук х, мы обращаем на него внимание, х мягкий знак. Звук ч, который пишется как ч палочка в. Потом, если вы хотите ответить, как вас зовут, вы говорите схез, мое имя, да? Потом берете свое имя, прибавляете к нему звук п. Вот и получается грамматически правильная конструкция. В данном случае схез азамат п. Опять обращаем внимание на звук х, который пишется х мягкий знак, и звук п, который пишется как п палочка. Если мы хотим спросить у мужчины, а ты, то мы говорим уарашта. И опять, видите, та же самая конструкция, просто более полный вариант. Он отвечает сара сехез умарп. То есть сехез азамат и сара сехез умарп — это обе конструкции абсолютно верные, просто одна более короткая, одна короче, другая полная. Сара сехез умарп. Сехез, опять звук х, мягкий знак, умарп, п палочка. Итак, еще раз зачитаю диалог. Хотите, давайте повторите за мной. Уэхез аджия, сехез азамат, уарашта, сара сехез умар. Как тебя зовут? Меня зовут Азамат, а тебя? А меня Умар. Бэхез аджия. Это конструкция, с помощью которой мы спрашиваем у девушки, как ее зовут. Не обязательно у девушки, у женского пола. Да? Бэхез аджия. Когда девушка говорит, как ее зовут, она использует ту же самую конструкцию, как когда мужчина говорит о том, как его зовут. Сехез маридат. То есть, что она сделала? Она взяла сехез, это мое имя, да, взяла свое имя, маридат, прибавила к нему частичку п, и получилась грамматически верная конструкция. Сехез маридат. Потом, если вы хотите спросить у девушки, а ты, вы говорите барашта, то есть она спрашивает, а тебя как зовут, да? А тебя, она говорит, короткая версия такая, барашта, и она ей отвечает, сара сехез фатимат. То есть, смотрите, конструкция сехез маридат и сара сехез фатимат – это обе верные конструкции, просто сехез маридат – это краткая версия, а полная версия сара сехез фатимат – это просто полная версия. Обе версии правильные. Так, бэхез аджия, как тебя зовут? Да? Обращаем внимание на звук х, пишется как х мягкий знак. Звук ч пишется как ч палочка в. Дальше, сехез маридат, звук х опять встречается, пишется как х мягкий знак. Звук п пишется как п палочка. Барашта, и в ответ сара сехез фатимат. Сехез, опять звук х, который пишется как х мягкий знак. Фатимат, звук т палочка, и звук п палочка. Бэхез аджия, сехез маридат, барашта, сара сехез фатимат. Еще раз. Еще один диалог. Бэхез аджия. Это мы с вами уже знаем. Это с помощью этого предложения мы спрашиваем у девушки, да, как ее зовут, у девушки, у женщины. И в ответ сехез нинап, то есть слово сехез, мое имя, дальше имя само, Нина, и плюс частица п, то есть п палочка. Получается сехез нинап, уарашта, то есть Нина спрашивает у мужчины, а тебя как зовут, а тебя, она говорит, и использует конструкцию уарашта. В ответ сара сехез анварб, сара сехез анварб. Еще раз. Бэхез аджия. Звук х, х мягкий знак. Звук ч, палочка в. Сехез нина. Звук х мягкий знак. Звук п палочка. Уарашта. Сара сехез анвар. Звук х мягкий знак. Звук п палочка. Бэхез аджия. Сехез нина. Уарашта. Сара сехез анвар. Умар, уарала базума.
Шта, Азамат? Умар, ты абазин? Да, Азамат. Умар, варава базума? Шта, Азамат? Здесь все легко читается. Вабау, гом савап, саргиса базап, карапаго савап. Ты откуда? Я из Красного Востока. Я тоже абазин. Я с Карапага. Уабау – это конструкция, с помощью которой мы спрашиваем у мужчины, откуда он родом, да, откуда ты. В ответ мы говорим, как сказать, как ответить на вопрос «откуда ты?». Мы берем название населенного пункта, села или города, предположим, Гом, и прибавляем слово «сауап». «Сауап» – это конструкция верная, независимо от рода, да, то есть неважно, мужчина отвечает или женщина, ответ будет одинаковый. Гом сауап, там, черкесск сауап, кубина сауап. И дальше. Гум сауап, обратите внимание на звуки. Г, звук Гу пишется как ГВ, и звук П пишется как П палочка. Дальше в ответ. Сарги сабаза, я тоже абазин. Сарги, Г мягкий знак, да, Г. Звук Г пишется как Г мягкий знак. Сабаза, П. П палочка опять. Звук П, П палочка. Карапаго сауа. Карапаго, К. Звук К пишется как К, твердый знак. Карапагуа. Звук Г пишется как Г, В. Сауап. П. П палочка. Звук П это П палочка. Еще раз дочитаю. Вабау, гумсава, сарги сабаза, карапаго сава. Ты откуда? Я из Красного Востока. Я тоже абазин. Я с Карапага. Фатимат, абыз шабдырума, шта, бзита издырит. Фатимат, ты говоришь по-абазински? Да, говорю хорошо. Фатимат, звук Т, палочка. Абызша, звук Ш, В. И в конце, в последнем слове, ездырит, звук Т мы встречаем, да? Пишется он как Т, палочка. Фатимат, абызша бдырума, шта, бзита ездырит. Фатимат, ты говоришь по-абазински? Да, говорю хорошо. Молодцы. Отлично поработали. Мы сейчас с вами закончили диалоги, и впереди у нас упражнение по переписыванию. Переписывание на абазинском языке аквелара. Аквелара. Значит, как мы говорим, как пишется аквелара, какие интересные здесь звуки. Звук Х, который пишется как Х, твердый знак. Звук В, который пишется как Г, палочка В. И звук Г, который пишется как Г, палочка. Итак, аквелара, переписывание. Давайте запишем это слово тоже, очень интересное слово. Итак, приступим. Первое предложение аква алагит. Аква алагит. Дождь начинается. В слове аква звук К, который пишется как В. В слове алагит звук Г, который пишется как Г, палочка. И звук Т, который пишется как Т, палочка. Записываем аква алагит. Аква алагит. Молодцы. Аква алагит. Дождь начинается. Нана гурду лымап. Нана гурду лымап. Нана гурду лымап. У бабушки есть большая игла. Нана гурду лымап. Звук Г здесь нам интересен, да? Звук Г пишется как ГВ, и звук П пишется как П, палочка. У бабушки есть большая игла. Нана гурду лымап. Молодцы. Следующее предложение. Мурати, Марати, Акулап. Мурат и Марат ровесники.
Мурати, Марати, Акулап. Мурат и Марат – ровесники. В слове Акулап что мы видим? Звук К, который пишется как Кв, и звук П, который пишется как П палочка. Аткван апны асги айкваги ртьит. Аткван апны асги айкваги ртьит. Аткван апны асги айкваги ртьит. В магазине продают рубашки и брюки. Аткван звук К, пишется как Кв. Асги звук Г, который пишется как Г мягкий знак. Айкваги, здесь оба звука сразу встречаются. Звук К, Кв и звук Г, Г мягкий знак. Ртьит, звук Т, Т палочка. Аткван апны асги айкваги ртьит. В магазине продают рубашки и брюки. Мыза тхоцп Рамазан дуб. Мыза маленькая, Рамазан большой. Мыза тхоцп Рамазан дуб. Мыза маленькая, а Рамазан большой. Тхоцп звук Х пишется как Хв. Звук П пишется как П палочка. В слове дуб звук П пишется как П палочка. Мыза тхоцп Рамазан дуб. Молодцы! Отлично поработали. На сегодня мы выучили с вами все, что мы хотели выучить. Прошли, да, все, что хотели пройти на сегодняшнем занятии. Теперь нам осталось закрепить пройденный материал, потому что без повторения можно сказать, что мы не доучили. Давайте приступим. Итак, мы сегодня с вами выучили, как читается звук К. А читается он как в словах кем, юла, кясей, кисей, кязу, очередь. Как читается звук ген, читается он как в словах ген, чебрец, гятан, брезент, гята, сабля. Еще мы выучили, как читается звук ш и ж. Звук ш читается как в словах шарах, олень, шара, вы, шм, ини. Звук ж читается как в словах жаба, 10, жра, пить, ж, корова. Еще мы с вами выучили, как читаются звуки к и г. Звук к читается как в словах ка, дождь, к, крыша, кта, середина. Звук г читается как в словах гуал, озеро, г, сердце, гор, игла. И еще мы с вами сегодня выучили, как читаются звуки х и х. Пишется звук х, хв, да, а читается как в словах хуамох, лентяй, дух, духи, хуитра, независимость. Звук х пишется как хв, читается как хуа, хребет, мхо, бусы, хоц, маленький. Что еще мы сегодня с вами выучили? Что мы хотели бы закрепить? Давайте закрепим то, как у нас строятся самые простые диалоги. Да? Как мы хотим спросить, как мы спрашиваем у девушки, как ее зовут? Конструкция простая. Бхез ачия. Бхез ачия. Первая часть, вот частичка Б, она говорит о том, что мы обращаемся к женскому полу. Бхез ачия. Обратите внимание на звук х, мягкий знак, на звук ч, палочка В. Значит, если вы девушка и у вас спрашивают, как вас зовут, вы отвечаете по следующей схеме. Схема того, как представиться, одинаковая и для мужчины, и для женщины. Мы повторяем, выучим давайте сейчас. Сара, Схез, ваше имя плюс частичка П. Частичка П – это П-палочка. Сара, Схез, Аминат. Если вы хотите спросить у девушки «а тебя?», вы говорите «барашта». И еще раз повторим, как девушка или мужчина, как мы представляемся, да, как мы говорим «меня зовут» на абазинском языке. Сара Схез Нина, предположим, да, Сара Схез. Потом вы ставите свое имя, прибавляете к своему имени частичку П, пишется как П-палочка, да. Сара Схез, обратите внимание на звук Х, мягкий знак.
Сара сахизнина п. Барашта – это то, как мы спрашиваем у девушки. А ты, а тебя, да? Бара как раз-таки указывает на то, что обращение идет к женскому полу. Как мы спрашиваем у мужчины, как его зовут? Мы говорим «вохез», а чья? «Вохез» у, да, это как раз-таки указывает нам на то, что обращение идет к мужскому роду. «Вохез», а чья? Обратим внимание на звук «х» и на звук «ч». Звук «х» пишется как «х» мягкий знак, звук «ч» – «ч» палочка «в». И конструкция «как сказать свое имя на абазинском языке» мы ее сегодня с вами выучим наизусть. Какая она? Сара, схез, ваше имя плюс частичка П. Частичка П – это П-палочка, да? Значит, смотрите, неважно, мужчина вы или женщина, если вас спрашивают, как вас зовут, вы используете эту конструкцию. Сара, схез, ваше имя плюс частичка П. И получается у вас грамматически верная, красивая конструкция. Если вы хотите спросить у мужчины, а тебя, например, как зовут, да? Вы спрашиваете «Варашта», «Варашта», видите, как просто. И опять повторим, как представиться на абазинском языке. Сара, схез, ваше имя плюс звук П, П-палочка. Сара, схез, ваше имя, звук П. Теперь еще одна конструкция, когда вы хотите спросить у кого-то, откуда он, да? Как вы спрашиваете? Если вы обращаетесь к мужчине, вы говорите «вабау». Если вы обращаетесь к женщине, то вы говорите «бабау». «Уабау», «бабау». Отличаются только первые звуки «у» и «б», да? Значит, первый звук «о» – это мы обращаемся к мужскому роду, этот звук берется от местоимения «уара», «ты» по отношению к мужскому роду. А «бабау», звук «б» берется из местоимения «бара», «ты» по отношению к женскому полу, да? «Уабау», «бабау», вот мы как спрашиваем. Ответ на вопрос «уабау» или «бабау» один и тот же, независимо от половой принадлежности. Да? Мы говорим «Сара», дальше идет название населенного пункта, города или села, и прибавляем к нему слово «сауап». Обращаем на звук «п» внимание, пишется как «п-палочка». Да? Значит, например, у вас спрашивают «бабау» или «вабау», и вы отвечаете «Сара гом сауап», «Сара бина сауап», Сара, Черкесск, Сауап. То есть эта конструкция не меняется, она как такая постоянная. Поэтому сегодня мы с вами выучили несколько таких конструкций, которые вы можете брать и использовать. Поэтому я считаю, очень плодотворно мы с вами сегодня потрудились. Вы все молодцы, отлично поработали. Теперь я хочу вам напомнить еще, что для того, чтобы наши с вами занятия были максимально продуктивными, мы с вами обязательно должны писать как можно больше. Повторяйте за мной все, что я читаю. Неважно, правильно или неправильно вы повторяете. На этом этапе вам главное не бояться совершить ошибку, а можете просто пародировать то, как я разговариваю. Главное, говорите. Через практику вам придет и правильное произношение. Вот. Для того, чтобы эффективными были наши занятия, записи свои вы должны просматривать ежедневно, хотя бы по 2-3 минутки. Этого будет достаточно. Это даст вам очень хороший результат, но очень важно, чтобы это происходило ежедневно. Регулярность – это самое главное в обучении. И если вы будете придерживаться этого принципа, то сами не заметите, как ваш активный словарный запас будет расширяться, и вам станет легче разговаривать на родном языке. Вот. И на прощание хочу вам еще напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах.